Тщательная дезинфекция каждые 2 часа, как мера профилактики и защиты от опасного вируса. Правилами здесь никто не пренебрегает. Протирать средствами – обязанность продавца. Сейчас и новый способ защиты – линия для соблюдения дистанции. Правда, некоторые и их игнорируют. Вот эта синяя линия, которую мы провели, это как бы оградительная линия, до которой покупатель должен дойти, остановиться. И потом он мне говорит свой заказ, я положу там в пакет, что ему надо, посчитаю. И уже при расчете, конечно, он, наверное, сможет подойти. Но обычно у нас так происходит. При расчете он подходит, я чуть отхожу в целях своей же безопасности. Рассчитывается, уходит. Естественно, линию нарушают, ее строго никто не соблюдает, сами понимаете. Держи дистанцию – призыв для всех. Наименьшее правило, которым мы можем воспользоваться. Важность таких мелочей неоспорима. Однако меры предосторожности в первую очередь должны соблюдать сами работники. Теперь их униформу обязательно дополняют защитные маски и перчатки. Что касается покупателей, то в последнее время все больше людей переходят на безмасочный режим. Все буквально убегают от ответа на вопрос, почему не носят маску. Впрочем, как и от самой камеры. Ответа не было маски. Уже все закупили. А если вот дома делать с марлей? Не надо мне, не надо ничего. Хозяйственный мылом купается. А почему вы без маски? Маски у меня пока нет, я не взяла. Соблюдает все необходимые меры безопасности, как убедилась наша съемочная группа, и в следующем продуктовом магазине. Ежедневные проверки магазинов нашего телеканала на наличие средств индивидуальной защиты не прошли напрасно. Так, например, в этом магазине при желании можно обработать руки антисептиком. Это позволит не только защитить себя, но и окружающих. Администрация этого маркета заранее позаботилась о безопасности как посетителей, так и своих сотрудников. Маски мы меняем в день 3 раза. Перчатки тоже нам выдают на несколько раз пользования, потому что они пачкаются и рвутся. Обрабатываем руки антисептиком. Установлены разметки дистанции для соблюдения дистанции покупателя. А вот соблюдает эту дистанцию? В принципе, да. Достигаем уже лучшего показателя. Ажиотажа практически нигде нет, да и продуктов на всех хватает. На дефицит никто не жалуется. Как и в любом крупном супермаркете, здесь представлены все группы товаров. Однако всех интересует вопрос, почему цены растут. Цены поднимаются от завода, сами магазины эти цены не повышают. Многие поставщики присылают официальные письма с заводов, что идет повышение цен. Да, тот товар, который находится у нас в России, какая цена на него может повышаться. Мы его не привозим за пределы, его курс не зависит от доллара, но цена почему-то на него повышается. Просим очень сильно обратить на это внимание. И не ругать в первую очередь магазины, а ругать поставщиков. А вот в вашем магазине можно приобрести лимон или имбирь? В данный момент у нас сейчас есть и имбирь, и лимон, но тоже, я вам скажу, цена не такая, какая была раньше. К сожалению, многие жители до сих пор не хотят верить в опасность нависшей угрозы. Победить болезнь можно только при одном условии – придерживаться правил карантина. Хава Гагиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.